100 лет создания чувашской автономии, национальной государственности чувашского народа. В связи с этим хотелось бы поговорить о том, как возникла чувашская автономия, путь ее развития за 100 лет, какие были достижения и потери на этом пути. Создание чувашской автономии явилось результатом длительного исторического процесса, взаимодействия большого количества факторов и исторических, этногеографических, демографических, социально-исторических, экономических и так далее. Общеизвестно и принято, первой формой национальной государственности Чувашии признается средневековое государство Волжская Болгария, которое возникло на территории части современной Чувашии, Ульяновской, Пензенской области, Самарской, Татарской современной республики. Оно существовало до XIII века и было уничтожено в результате завоевания монголо-татарами, и местное болгарское население вошло сначала в состав Золотой Орды, а потом его осколка Казанского ханства. Вот в период существования Казанского ханства и произошло формирование современного чувашского этноса на основе болгар-чуваш и ассимиляции местного аборигенного финно-угорского населения. Вот той части болгар-сувар, которые как раз не приняли ислам и остались язычниками. Историческим ареалом формирования чувашского этноса признается междуречье Волги, Суры и Свияги. Историки и этнографы считают, что это как раз историческая родина чувашского народа. Очень важным для национального развития Чувашии стало вхождение Чувашского края в состав Московского государства. Это произошло во второй половине XVI века. И можно говорить о двух последствиях для развития чувашского народа этого вхождения. Во-первых, чуваши были избавлены от угрозы исламской ассимиляции, а значит, сохранили себя как самостоятельный этнос, потому что этнографические исторические данные свидетельствуют, что принятие ислама означало, что уже во втором-третьем поколении чуваши теряли свою национальную идентификацию и становились татарами. По подсчетам историка, известного историка Дмитрия Василия Дмитриевича, до 40% чувашей в дореволюционный период ассимилировались и стали татарами. Данные, скажем, генеральной ревизии конца XVIII века говорят о том, что в среднем Поволжье было чувашей больше, чем татар, а уже по переписям середины XIX века татар стало больше, чем чувашей. Поэтому с этой точки зрения, конечно, это имело позитивное значение для чувашского этноса. Кроме того, в составе огромного российского государства чуваши получили возможность для территориальной экспансии, то есть населять и другие районы российского государства, в том числе достаточно активно в 17-18 и начале XIX века шел процесс их переселения в районы Приуралья, Нижнего Поволжья. С другой стороны, вхождение Чувашей в состав Московского государства и было фактором стрессовым, кризисным для народа, потому что все-таки предки Чувашей – это тюркское население. И здесь, после того, как чуваши оказались в составе русского государства, главными стратегическими ориентирами их этнокультурного и ментального развития стали славянские, христианские ориентиры. В этом отношении, конечно, возник вот такой разрыв между генетическим фондом чувашей и их последующим этнокультурным развитием. Надо сказать, что присоединение Поволжья в состав Московского и русского государства было важным и для самого русского государства, потому что именно с этого периода оно приобретает качество многонационального государства и становится, в общем-то, именно не русским государством, а Россией как многонациональное государство. Вплоть до начала XVIII века главной проблемой во взаимоотношениях между центром и национальной периферией, Чувашским краем в том числе, был вопрос инкорпорации чувашского населения и Чувашского края в состав российского государства. Надо сказать, что вот в этот период 16-18 веков центр, царская власть достаточно лояльно относилась к обычаям и традициям местного населения
цари давали прямое указание русским воеводам, к местному населению относиться с лаской и бережением. Это проявлялось в том, что, в общем-то, христианская религия не насаждалась массово агрессивно, хотя, конечно, миссионерская работа проводилась, поскольку все-таки правящей религией в русском государстве было православие, но основная масса населения Чувашии оставалась язычниками. Вместе с тем очевидно, что царское правительство было заинтересовано в том, чтобы в составе Чувашского края формировалась система русского управления, чтобы чуваши мыслили себя как подданные московского царя, хотя, кстати говоря, в документах XVI-XVII века по отношению к нерусскому населению мы встречаем такие формулировки, как иноверцы и иноземцы, то есть все-таки на уровне царского правительства население, нерусское население Поволжья воспринималось как неполноценные подданные. И вот это обстоятельство, конечно, играло отрицательную роль. Все-таки местное население рассматривало московское правительство как власть в некотором роде чуждую для них. Вот, и это проявлялось в том, что чуваши достаточно активно принимали участие в различных выступлениях, восстаниях начала XVII века, смутное время, потом их много было в восстании под руководством Степана Разина. Вот эти факты свидетельствуют о том, что все-таки определенное напряжение между центральной властью и местным населением существовало. Но эти выступления, конечно, они не носили характер сепаратизма, то есть речь вовсе не шла о том, что нерусское население Среднего Поволжья мечтало о том, чтобы создать какое-то свое собственное государство. Ситуация стала меняться с началом XVIII века, после прихода к власти Петра I, который начал проводить модернизацию российского государства. Она осуществлялась в очень жестких, агрессивных формах. Это проявилось в том, что была проведена унификация социальной структуры чувашского населения, была ликвидирована привилегированная прослойка чувашей в лице местных князьков, тарханов. Чувашское язычное население перешло в категорию государственных крестьян. И особенно уже после Петра I началась массовая насильственная христианизация чувашского населения. Чуваши-язычники воспринимали это как покушение на свою национальную самобытность. Причем она осуществлялась в очень агрессивных и таких масштабных формах. И на протяжении всего XVIII века и даже первой половины XIX века это был, пожалуй, основной дестабилизирующий фактор в взаимоотношениях между чувашским населением и русским правительством. И это вело тоже к массовым насильственным выступлениям чувашского населения. Известно, что вот в ходе восстания Емельяна Пугачева больше всего как раз пострадало русское духовенство. В Чувашии было убито более 100 русских священников. В Чебоксарском движении, в Чебоксарском уезде вот это выступление чувашского населения даже приняло своего рода организационно-политическую форму. Известно, что местное население Чебоксарского уезда снарядило чувашского крестьянина Охадера Томеева в Москву с прошением к русской царице Елизаветы Петровны, в котором они просили, чтобы для чувашей был установлен особый порядок управления из числа лиц, которые знают чувашский язык. То есть можно говорить, что вот этот феномен Охадера Томеева свидетельствует о том, что уже в XVIII веке были какие-то зачатки политической зрелости чувашского населения, ну, своего рода зачатки автономного, что ли, управления, потому что четко вот в этом прошении говорилось, что вместо воеводского русского управления нужно создать особое управление из чувашских лиц. Екатерина II извлекла уроки из вот такого, из восстания Емельяна Пугачева, и уже во второй период своего царствования, руководствуясь идеями просвещения, она сделала ставку все-таки на то, чтобы русская религия, православие среди чувашей навязывались не насильно, а посредством распространения христианской вероучительной литературы на чувашском языке. И вот в связи как раз с такой политикой христианского миссионерства в Чувашии начинает развиваться
религиозная литература на чувашском языке, переводческое дело. Именно во второй половине XVIII века формируется группа деятелей, такие как Талиев, Алмазов, Емей Рожанский, которые стояли у истоков создания чувашского литературного языка и чувашской письменности, именно в связи с задачей создания перевода вероучительной литературы на чувашский язык. И в этом отношении, конечно, их деятельность способствовала национальному развитию, поднятию культурного уровня, но по-настоящему воздействие на умы чувашей, конечно, оказало национальное просветительство, которое формируется как явление во второй половине XIX века в условиях развития капитализма в России, в условиях развития буржуазной демократии. Наиболее известные фигуры национального просветительства – это Спиридон Михайлов, Иван Яковлев, потом Никольский, Даниил Филимонов, Иван Юркий, Гурий Комиссаров. Вот, пожалуй, вот это наиболее крупные деятели, которые своей деятельностью просветительской, литературной, научной оказали воздействие на национальное самосознание чувашей. Особенно, конечно, большую роль сыграл Иван Яковлев, создатель Симбирской чувашской школы, который стал очагом распространения национального просвещения среди чувашского населения. Из этой школы вышло много деятелей чувашской культуры и просвещения, политических деятелей, в том числе отцы-основатели чувашской автономии. Среди них, например, учеником этой школы был Даниил Ильмень. Поэтому, конечно, роль Яковлева очень огромная. Не случайно уже сами его современники называли чувашским богом, хотя, конечно, сам Яковлев был по своим идейным воззрениям христианским миссионером. Он всегда подчеркивал, что развитие чувашской культуры и языка – это средство для того, чтобы чувашское население восприняло христианскую религию. И мы знаем его высказывание о том, что далекой перспективой для чувашей является растворение в русском народе, что мечтать о создании какой-то чувашской государственности – это химера и пустословие. Но, несмотря на такие субъективные установки Яковлева, объективные результаты его деятельности, надо признать, способствовали развитию национального просвещения, национальной культуры. Кроме того, деятельность просветителя, она напрямую способствовала формированию национальной идеологии чувашского народа, потому что именно на базе национально-просветительских идей выдвинулась идеология культурно-национальной автономии, которая вплоть до до 20-х годов XX века являлась основополагающей идеей в развитии чувашского национального движения. Судьбоносным в развитии чувашей стал XX век. Именно в начале XX века чуваши становятся нацией. Вместе вот с этими этноконституционными процессами и окончательно формируется этническая территория чувашей, которая стала как бы их материнской родиной. Это территория, Цивильского, Чебоксарского, Ядринского уезда, чувашских частей Космодемьянского уезда, Тетюшского уезда Казанской губернии и Буинского и Курмышского уезда Симбирской губернии, на базе которой потом и формируется чувашская автономия. Кстати, уже в начале XX века современники признавали ее коренной территорией чувашского этноса, и даже использовался такой термин применительно к этой территории, как Чувашландия. Особенно большую роль в развитии чувашского национального движения и предпосыл для создания чувашской автономии стала первая русская революция, когда по-настоящему возникает революционное национальное чувашское движение, возникает первая политическая партия. Чувашей, правда, уже в 1904 году, Чувашская партия социалистов-революционеров. Именно социалисты-революционеры, эсеры, пользовались наибольшей популярностью среди чувашей, поскольку это была партия крестьянского социализма. Почти 100% населения чувашей было крестьянское. Поэтому идеология эсеров как раз она выражала интересы крестьянского населения. В годы первой русской революции возникает и газета «Хыпар», первый печатный орган на чувашском языке.
Возникают первые общественно-политические организации Чувашии, это, значит, союзы чувашских учителей. Появляется и поросль вот политических деятелей, выпускников в основном Симбирской чувашской школы, которые, в отличие от своих учителей Яковлева, Даниила Филимонова, видели перспективу национальной эмансипации чувашского народа, его национального развития не только, скажем, в подъеме национальной культуры и просвещения, но и в социальной классовой борьбе, в том, чтобы свергнуть существующий режим в России, который, с их точки зрения, обеспечивал бы свободу национального развития чувашского народа. Именно в годы Первой русской революции на арену политической деятельности выходят такие деятели, которые уже потом в 1917 году особенно активно себя проявили, как Семен Николаев, Дмитрий Петров, Юман, известный деятель, Алюнов, потом Николаев Хури, тоже ведущий революционер в годы Первой русской революции. В годы Первой русской революции формируется идеология, национальная идеология чувашского народа в виде культурно-национальной автономии, которая была самой популярной в тот период идеологии национального освобождения народов Царской империи. Суть ее состояла в том, что нерусские народы империи должны иметь свободу национально-культурного развития. И, как писал по этому поводу Дмитрий Петров, для чувашских деятелей она виделась, ее реализация практическая виделась в том, что должен быть создан центральный чувашский орган по развитию национальной культуры и просвещению народа Российской империи. Вопрос о территориальной автономии для чувашей он не ставился, хотя среди ряда национальных деятелей вот эта идея территориальной автономии, она имела распространение. Тот же Дмитрий Петров вспоминал, что еще в годы Первой русской революции Иван Юркин носился с идеей создания чувашского государства. Известно, что чувашский поэт Кореньков тоже писал о том, что нужно вот где-то вдоль Волги, в действенных лесах создать чисто чувашский град, куда собрать всех чувашей. Кроме того, тот же Дмитрий Петров и Александр Краснов вспоминали, что вот Николаев Хури тоже был сторонником создания чувашской территориальной автономии. За это даже он получил такое прозвище, как президент Чувашской республики. Но все-таки точка зрения по поводу, значит, выделения чувашей в самостоятельную чувашскую территориальную автономию, она в тот период не была популярной и, безусловно, доминировал концепт культурно-национальной автономии. Свержение царизма в феврале 1917 года еще больше способствовало развитию чувашского национального движения. После февраля оно уже полностью организуется, структурируется. Первоначально оно развивалось в полиэтнических формах, полиэтнических организационных формах. Я имею в виду то, что сначала был создан Союз мелких народностей Поволжья в Казани. Туда вошли представители чувашской интеллигенции, марийской, мордовской, удмуртской, карачено-татары. Причем этот Союз мелких народностей был создан по инициативе чувашей, и чуваши там доминировали в лице Никольского, он был председателем этого союза, активную роль там играл и Сланкин, Алюнов. По инициативе этого Союза мелких народностей Поволжья, который был создан в марте 1917 года, уже в мае 1917 года был проведен первый съезд мелких народностей Поволжья. И то на этом съезде тоже чувашские делегаты задавали по главным вопросам повестки дня. Выступили они, Никольский, Алюнов и Сланкин. На этом съезде обсуждался вопрос стратегии развития нерусских народов Поволжья. Надо подчеркнуть, что этот Союз мелких народностей Поволжья объединял только не мусульманские народы Поволжья. У мусульман, татар и башкирцев были свои собственные организационные формы развития, и эти два потока не пересекались, по крайней мере, до конца 1917 года. Что касается стратегии развития нерусских народов Поволжья, то деятели Союза мелких народностей Поволжья видели в возрождении всяческом развития национальной культуры и просвещения нерусских народов Поволжья
Для них тоже главной идеей была идея реализации культурно-национальной автономии. Касательно вопроса национальной территориальной автономии, они считали, что национальности Поволжья и Приуралья еще не созрели для того, чтобы создать их национально-территориальную автономию. Более того, они даже очень осторожно выступали в вопросе устройства России. Они были сторонниками сохранения унитарной России. И федерацию видели всего лишь как перспективу. То есть, как видим, проявляли очень осторожный подход в плане решения национального вопроса, и какие-либо сепаратистские настроения в этом отношении у руководителей национального движения русских народов отсутствовали. По мере развития национального движения оно стало распадаться на самостоятельные потоки, то есть формироваться отдельное чувашское, марийское национальное движение. И этот процесс охватил у чувашей. Вот в марте 1917 года в Уфе возникает отдельное Уфимское чувашское национальное общество. Потом летом 1917 года в Цивильский национальный союз возник. Затем в апреле 1917 года возникает Чувашский Казанский военный комитет, который объединял корпорацию чувашских военнослужащих. И надо сказать, что со второй половины 1917 года он стал выходить на первые роли в чувашском национальном движении. Были попытки создать Иверьярское чувашское национальное общество, то есть, как видим, формируется достаточно разветвленная сеть чувашских национальных организаций, и это обстоятельство поставило задачу объединения координации их усилий. Эту задачу выполнил Первый общечувашский национальный съезд, который состоялся в конце июня 1917 года в Симбирске. Вот на этом съезде как раз было создано Чувашское национальное общество как общественное объединение, задача которой была координация руководства Чувашским национальным движением. На этом же съезде были обсуждены все основные вопросы развития чувашского этноса. По вопросам их политического развития Первый общечувашский национальный съезд полностью повторил позиции Первого съезда мелких народностей Поволжья, то есть основной ориентир для чувашей – это достижение культурно-национальной автономии, национально-территориальная автономия, как конкретная задача, она не выдвигалась. Кроме того, очень важным вопросом, который был обсужден на этом съезде, был вопрос подготовки выборов к учредительному собранию, поскольку считал, что учредительное собрание должно решить все основные вопросы развития российского государства уже после свержения царизма. Поэтому созыву учредительного собрания придавалось огромное значение. И этот вопрос решался на втором съезде общечувашском в сентябре 1917 года в Казани. Здесь как раз был определен список кандидатов от чувашей в депутаты Чувашского учредительного собрания. Причем возникла дискуссия по вопросу, выдвигать ли чувашских представителей от партий, по партийным спискам, или как по национальному списку, то есть как представители народа, нации. И возобладала вторая точка зрения. Делегаты проголосовали за то, чтобы был общий чувашский национальный список. И по этому списку действительно в конце 1917 года из 5 депутатов учредительного собрания, чувашей, трое были по этому списку. Но поскольку Временное правительство, несмотря на свой демократизм, не сумело решить злободневные вопросы политической жизни, выход России из империалистической войны, решение аграрного вопроса, большевики с их лозунгами, прекращение империалистической войны, земля крестьянам, фабрики, заводы рабочим, их лозунги были очень доступны, очень популярны, и благодаря этому обстоятельству они пришли в октябре 1917 года к власти. Было сформировано первое советское правительство, сначала как коалиционное правительство из большевиков и левых эсеров. Радикализм большевиков проявился не только в решении социально-экономических и политических вопросов, но и в решении национального вопроса. Большевики провозгласили лозунг самоопределения народов России вплоть до отделения. То есть в теории каждый народ имел право сформировать свою национальную государственность. И уже в конце 1917 года, мы знаем, Финляндия получила независимость, потом в начале 18 года Польша. И вот эти лозунги самоопределения
национальное самоопределение, вплоть до создания государства, еще больше радикализировали национальные движения, тем более, что советское правительство зафиксировало принцип федеративного устройства, и вот в Конституции в июле 18 года это обстоятельство способствовало тому, что среди деятелей национального движения Поволжья и Приуралья возникает идея о создании Федерации народов и Поволжья. И инициаторами этой идеи были мусульманские тюрко-татарские деятели в лице татар и башкир. Вот они выступили как раз в конце 17 года с инициативой создать федерацию, областную территориальную федерацию народов Поволжья и Приуралья. Сначала она получила название Идель-Урал, Урало-Волжского стата, потом, значит, модифицировалась Волжско-Уральскую республику, а уже вот в марте 18 года Татаро-Башкирскую Советскую республику. Суть этой идеи состояла в том, чтобы создать на территории Поволжья и Приуралья государственное образование, как автономное государственное образование в рамках Российской Федерации из нерусских народов Поволжья и Приуралья. Но поскольку инициаторами этой идеи были тюрко-татары, то априори закладывалось, что, конечно, они будут доминировать в этой федерации. И когда этот вопрос рассматривался на общечувашском Всероссийском Чувашском военном съезде в январе 18 года, то, в общем-то, он вызвал некоторую настороженность среди руководителей Чувашского национального движения, поскольку это обстоятельство было очевидно, что доминировать будут в этой федерации два народа. Поэтому в ходе обсуждения было принято решение, чуваши должны вступить в эту федерацию, но на правах, значит, того, чтобы, во-первых, расширить территорию этой федерации, то есть включить туда и русское население, и марийское население. Во-вторых, значит, оговорить в Конституции этой федерации, чтобы все народы этой федерации имели равные права, чтобы была реализована в полной мере национально-культурная автономия. То есть для нас эта федерация виделась в том, чтобы это была федерация всех равноправных субъектов народов Поволжья и Приуралья, а не только татар и башкир. На этом же съезде были высказаны идеи, но они носили маргинальный характер, в частности, Абрамов и Ревли, делегат этого съезда, высказал идею о том, чтобы создать чисто чувашский штат. Зачем нам создавать какую-то Урало-Волжскую федерацию? Давайте создадим свой собственный чувашский штат. Но эта идея большинства делегатов поддержки не получила. Надо сказать, что на протяжении всего периода, пока этот вопрос создания Федерации народов Поволжья и Приуралья был актуальным, а он был актуальным вплоть до лета 18 года, руководители Чувашского национального движения четко придерживались позиции, что чуваши не готовы к созданию своей территориальной автономии, и для них речь может идти только о национально-культурной автономии. Эта же позиция была подтверждена в июне 18 года на Первом общечувашском рабоче-крестьянском съезде. Это уже был последний общечувашский такой форум, в котором приняли участие все политические силы, все чувашское национальное движение. Вот. На этом съезде по вопросу, значит, национально-политического развития Чувашии были заслушаны 3 доклада Алюнова, Титова и Краснова. И все 3 докладчика подтвердили позицию, что, значит, чуваши пока не готовы к созданию национальной территориальной автономии. Речь может идти только о национально-культурной автономии. И вместе с тем была уже высказана категоричная позиция, ни о каком вхождении в Татаро-Башкирскую республику речи быть не может. Ну, сам по себе проект Татаро-Башкирской республики так оказался на бумаге, он не был реализован, этому способствовали начало гражданской войны в Поволжье летом 18 года. Этому способствовало и то, что среди инициаторов этого проекта были разногласия. Лидеры башкирского национального движения с самого начала занимали очень осторожную позицию, и, в принципе, у них было свое собственное представление, они были сторонниками создания самостоятельной башкирской автономии. И в силу этих обстоятельств, в общем-то, этот проект так и не состоялся. Вот. Более того, с конца 18 года изменилась и политика советского правительства. Если
на протяжении 18 года Советская Федерация рассматривалась как объединение крупных областных союзов федерации, то уже во второй половине 18 года руководителем Наркомнатса Сталиным был взят курс на создание однонациональных автономий, и одной из первых национально-территориальных автономий в конце 18 года создается трудовая коммуна немцев Поволжья на территории, в общем-то, Саратова, современной, скажем, Саратовской области. В 19 году создается отдельная башкирская автономия. В октябре 18 года и татарские коммунистические деятели принимают решение о создании отдельной татарской автономии. И вот в такой ситуации и чувашские национальные деятели под давлением внешних обстоятельств, я должен подчеркнуть, они тоже приходят к осознанию того, что чуваши должны создавать свою национальную территориальную автономию. В отношении того, когда эта вообще идея возникла, в литературе и документах встречаются разные точки зрения, называется дата сентябрь 18 года там, и лето 18 года, но официально документировано решение съезда симбирских чувашских коммунистических ячеек, это конец 19 года, где было принято решение о необходимости создания трудовой коммуны Чувашии. И после этого решения чувашский отдел при Наркомнатсе, это был главный орган по управлению Чувашией, государственный орган в составе Народного комиссариата по делам национальности, в январе 2018 года направляет специальную докладную записку Наркомнат национальности, в котором как раз обосновывает необходимость создания национальной административной территории автономии для Чувашии. Вот эта территориальная автономия должна была получить название Чувашской трудовой коммуны по образцу трудовой коммуны немцев по Волжье. Очевидно, что это как раз модель была взята за основу. Об этом свидетельствует то, что руководители чувашского отдела запросили руководителей трудовой коммуны немцев по Волжье выслать и документы учредительные, как создавалась эта автономия, там ее проекта Конституции. Создание чувашской трудовой коммуны, ее автором виделось в том, что она будет организована по этническому принципу, то есть предполагалось включить как можно больше чувашей на базе вот их компактного проживания, это Казанская и Симбирская губернии. То есть там конкретно проект предусматривал, что в состав этой коммуны войдут, значит, территории Ядринского, Чебоксарского, Цивильского уезда, Чувашские волости Спасского, Тетюшского, Чистопольского уезда, Буинского, Курмышского уезда, Симбирского уезда, Симбирской губернии и Чувашский и Космодемьянский уезд, в общем-то, целиком предполагался. То есть задача ставилась как можно включить больше чувашей проживающих. Но надо сказать, что возникала проблема в реализации на практике этого проекта, поскольку, в общем-то, надо сказать, что чуваши Спасского и Чистопольского уезда, они же черезполосно проживали вместе с татарским и русским населением. И понятно, что если включать эти, значит, уезды, то включался и татарское, русское население. И здесь сразу же ставился вопрос о национальном характере трудовой коммуны. Поэтому определенный выход из этой ситуации виделся в том, что предполагался создать анклавный Сунчалиевский район на территории современного Татарстана, который бы, в общем-то, отделялся территорией Татарстана от территории чувашской автономии. Кроме того, другое препятствие реализации этого проекта состояло в том, что деятели татарской автономии, а надо сказать, что создание татарской автономии началось на несколько месяцев раньше, чем чувашская автономия, и в силу этого уже они получали определенные преимущества в реализации своего проекта, конечно, были противниками того, чтобы чувашское население, которое перемежалось, еще раз подчеркиваю, с татарским населением Чистопольского и Тетюшского уезда, входили в состав этой чувашской трудовой коммуны, поскольку по их проекту они должны были войти в состав Татарской ССР.
Против проекта Чувашской трудовой коммуны и были, в общем-то, руководители высших центральных органов в Москве, которые считали, что Чувашия не нуждается в создании самостоятельной национальной территориальной автономии, поскольку идет процесс их обрусения. Об этом говорили руководители чувашского отдела, которые встречались с ними в Москве. Но, надо сказать, в документах они не называли фамилии этих деятелей, поэтому приходится только догадываться. Но на официальном уровне вопрос о реализации проекта Чувашской трудовой коммуны стал активно обсуждаться в Москве в марте 2018 года, и в начале июня 2020 года, в начале июня 2020 года он был поставлен на обсуждение Политбюро ЦК партии, это высший орган управления, именно там решались все вопросы, и был поставлен в связи с обсуждением вопроса о создании татарской автономии. И вот на этом заседании Политбюро как раз было решено согласиться с тем, что необходимо создавать автономию для Чувашии. И позицию эту поддержал Ленин, Владимир Ильич Ленин очень четко и категорично высказался за то, что необходимо для Чувашии создавать отдельную территориальную автономию. Но вместе с тем было принято решение, что чувашская автономия, она должна создаваться на базе только 3 чисто чувашских уездов – Чебоксарского, Цивильского и Ядринского. И кроме того, было принято решение, что до создания автономии она будет находиться, вот эти чувашские уезды будут находиться во временном управлении Нижегородского губернского исполкома. Когда об этом узнали руководители чувашского отдела, они были обескуражены. Во-первых, вопрос это обсуждался в отсутствии вообще чувашских представителей. Во-вторых, было очевидно, что полностью проваливается их проект Чувашской трудовой коммуны. В-третьих, были опасения, что вообще этот временный характер управления чувашскими уездами со стороны Нижегородского губисполкома примет постоянный характер. Поэтому 19 июня руководители чувашского отдела направили в ЦК партии и в ВЦИК меморандум с протестом, в котором, ставили вопрос о том, чтобы проект Чувашской трудовой коммуны был реализован в том виде, в котором они предлагали, что все вопросы, касающиеся автономии Чувашии, должны обязательно решаться с их присутствием. И этот меморандум возымел свое действие. Где-то в начале 20-х чисел состоялась встреча Ленина с руководителем чувашского отдела Эльменем, Лукиным и Алексеевым. Встреча эта носила неофициальный характер, потому что в протоколах Политбюро и в документах она не нашла отражения. Я сам работал с фондом Ленина в Москве, в Российском государственном архиве социально-политической истории, и не нашел, велся специальный дневник посещения встречи Ленина, и там не было указано, что состоялась официальная встреча с представителем чувашского отдела. И об этой встрече мы можем судить только по воспоминаниям ее участников, это самого Алексеева и Лукина, но не напрямую. Если Алексеев напрямую писал об этой встрече в своих воспоминаниях, то Лукин уже не напрямую, а через воспоминания другого Лукина, Архипа Лукина, эти воспоминания хранятся в архиве Национального Чувашского государственного института гуманитарных наук. Так вот, на этой встрече Ленин еще раз подтвердил поддержку необходимости создания территориальной автономии и предложил: давайте создадим сразу же республику с центром Симбирским. Такое предложение поступило со стороны Ленина. Но, судя по воспоминаниям, мы только можем судить по воспоминаниям, потому что, еще раз повторяю, документированно это не зафиксировано. Эльмень в ответ на это сказал, что пока чуваши не готовы к созданию республики, у нас нет соответствующих национальных кадров, управленческих сил, и вообще республика – это
республика будет пониматься как отделение вообще от Российской Федерации. Вот такой, значит, поступил ответ на предложение Ленина со стороны Эльмени. Ну, мы можем только догадываться, какие реальные обстоятельства. Возможно, Эльмень был искренен, когда это высказывался, потому что высказывал такую позицию, потому что я говорил, что на протяжении всего периода чувашские руководители занимали очень осторожную позицию и постоянно выражали свою морально-психологическую неготовность к реализации национальной территориальной автономии. Но исследователями высказывается и другой фактор. Дело в том, что в чувашском национальном движении с самого начала было двоецентрие – Казанская и Симбирская группа. Причем это двоецентрие ведет начало еще, скажем так, до революции. Мы знаем, что не очень хорошие отношения были между Яковлевым и Никольским, двумя нашими крупнейшими просветителями. Яковлев как раз был в Симбирске, а Никольский в Казани. И уже вот в начале XX века в плане развития национальной культуры, просветительства существовало два этих центра – Казанский и Симбирский. После Октябрьский период вот это двоецентрие, оно приняло не только идеологический характер, но и организационный характер, поскольку в Казани действовал чувашский отдел при Наркомнации, а в Симбирске возник свой чувашский отдел, подотдел при Симбирском губернском исполкоме советов и при Симбирском губернском губкоме партии. И во главе с вот этот Симбирский центр возглавляли Савандеев и Сергеев, Казанский центр возглавляли Эльмень, Алексеев и Лукин. И между ними была постоянно жесткая конкуренция. Савандеев и Сергеев отказывались подчиняться казанскому чувашскому отделу, хотя по формальным признакам именно он был руководителем чувашского национального движения, поскольку он был в составе наркомнатца. Но они считали, что Симбирск является настоящим реальным центром и отказывались подчиняться чувашскому отделу. Существовали очень сложные личные отношения, и, возможно, это обстоятельство тоже сыграло свою роль, потому что очевидно, что если бы было бы реализовано предложение о создании республики с центром в Симбирске, то понятно, что вся власть перетекла бы в руки бы из чувашского отдела в руки именно Симбирского чувашского отдела, то есть в руки Савандеева и Сергеева. Но об этом мы можем только высказывать чисто гипотетические рассуждения. Вот. После этой встречи 22 июня состоялось заседание Политбюро с участием чувашских представителей. На этом заседании Политбюро был решен вопрос о выделении в Чувашии в административно-территориальную автономию. Было решено создать Чувашскую автономную область, то есть изменить название, не Чувашская трудовая коммуна, а Чувашская автономная область. Это была точка зрения Ленина, он лично предложил другое название. Это было связано с тем, что чувашское население поняло бы этот термин «коммуна», что будет создан огромный колхоз, куда загонят всех чувашских крестьян, потому что после Октябрьской революции создавались коммуны, тогда так назывались колхозы, создавались они насильственно. Вот, и понятно, вот это само название «коммуна» было фактором нервирующим. Поэтому он счел разумным с политической точки зрения назвать автономию чувашского народа Чувашской автономной областью. Но изменилось не только название автономной единицы Чувашии, радикально изменился и формат чувашской автономии. Значит, она была создана, как уже мы знаем, из последующего декрета, 24 июня декрета Совнаркома и ЦИК. Она была создана в усеченном составе. Туда вошли чисто чувашские уезды Чебоксарский, Цивильский, Ядринский, потом чувашские волости Космодемьянского уезда и чувашские волости Курмышского и Буинского уезда Симбирской губернии, на чувашские волости Буинского уезда, Тетюшского, Чистопольского и Спасского уезда, как они, и Симбирского уезда, как они замысливались авторами проекта Чувашской трудовой коммуны, они не вошли в состав Чувашии. Таким образом, проект Чувашской трудовой коммуны он не был реализован.
Но, тем не менее, значит, на территории Чувашской автономии оказался высокий процент коренного населения Чувашии, они составляли где-то 80%. Это самое, и надо подчеркнуть, что это был самый высокий процент титульного этноса среди всех национальных автономий, которые были созданы и в 20-е годы, и в последующие годы. Создание автономной области, конечно, имело огромное историческое значение. Впервые чувашский народ получил собственную административно-территориальную единицу, где он мог формировать собственные органы управления, свободно развивать свою национальную культуру, язык. Вместе с тем, автономная область, она была одной из низших ступеней автономии, поскольку высшей ступенью автономии являлась автономная республика, и это уже было принято на уровне Конституции Российской Федерации. В отличие от автономной республики, автономная область по своим правам приравнивалась к обычной губернии. Она не имела права формировать государственные органы, не имела права иметь свою конституцию, государственные символы, не имела права иметь свой государственный бюджет. Поэтому, конечно, в этом отношении автономная область все-таки это была неполноценная автономия. Вместе с тем и сама автономная область была сформирована на территории, где отсутствовали какие-либо крупные промышленные центры, крупные очаги культуры, крупные города. Мы знаем, что первоначально вообще столицей Чувашской автономии должен был стать Канаш, железнодорожная станция Канаш, но поскольку там отсутствовали какие-либо крупные административные центры, то решили создать этот административный центр в Чебоксарах, в обычном уездном городе. Кроме того, территория автономии представляла ущербности в отношении развития сельского хозяйства. Почвенные условия были очень слабые, поэтому автономная область возникла на базе очень слабой экономики и социальной сферы. И особенно это обстоятельство стало давать о себе знать в годы новой экономической политики в начале 20-х годов, когда советское правительство перешло от политики государственных дотаций и снабжений, и регионы были переведены на самофинансирование. И понятно, что Чувашская автономная область, обладая ограниченными финансовыми ресурсами, не могла полноценно развиваться. И это обстоятельство как раз подвигло руководителей Чувашской автономии в начале 20-х годов поставить вопрос о преобразовании автономной области в автономную республику. Эта идея была соответствующее решение официально было принято в январе 22 года областным исполкомом советов ЧАО, а потом и областным обкомом, Чувашским обкомом РКПБ. Предполагалось, значит, был поставлен вопрос и был подготовлен соответствующий проект документа обращения во Всероссийский Центральный исполнительный комитет, где ставился вопрос о том, чтобы преобразовать автономную область Чувашскую в Чувашскую автономную социалистическую Советскую Республику. При этом этот вопрос ставился таким образом, что реорганизуемая автономная область остается в рамках той территории, в которых она существовала на 22 год, и административным центром предполагалось город Чебоксары. Вот с таким проектом выступили чувашские руководители. Он начал прорабатываться во второй половине 1922 года, однако не получил дальнейшего развития. Этому способствовало то, что в этот период как раз между Чувашской автономией и Марийской автономией шли очень острые споры по поводу территории. Дело в том, что левобережье по декрету 24 июня 1920 года полностью левобережье Чебоксарского уезда полностью вошло в состав Чувашской автономной области, но чуваши составляли там 4%. 96% это было марийское население, и марийские руководители поставили вопрос о том, чтобы это левобережье передать в состав Марийской автономной области. Руководители Чувашии были против, обосновывая свою позицию тем, что там находилась вся экономика, вся промышленность Чувашии, потому что основой экономики Чувашии составляла лесная промышленность.
Там находилась на побережье треть лесных ресурсов Чувашии и половина лесопредприятий Чувашии. Это был очень острый спор, в который была вовлечена Москва. И в такой ситуации московские власти предложили решить этот вопрос компромиссно, объединить две автономии в единую автономную область, Чувашскую и Марийскую. И вот в такой ситуации вопрос о преобразовании автономной области в республику как раз летом 22 года не был дальше реализован. Вновь к вопросу о преобразовании автономной области в республику вернулись в конце 23 года, когда объединение двух автономий кануло в лету. Тогда уже был выдвинут проект расширения территории Чувашской автономии, и центром этой Чувашской автономии, Чувашской автономной республики, должен был стать город Симбирск. То есть вспомнили о предложении Ленина. Предполагалось очень широкое расширение этой территориальной автономии, то есть включить туда и территории Симбирского уезда, Симбирской губернии, Чувашские волости Буинского кантона Татарской ССР, то есть те территории, которые мы пытались включить в 2020 году, но которые не удалось, Меликесский уезд Самарской губернии. Главный довод, который выдвигался руководителем Чувашии в официальных обращениях, состоялся в том, что без расширения территории чувашская автономия обречена, она не может развиваться экономически как полноценный субъект России. Поэтому ей необходимо Симбирск как крупный промышленный культурный центр, ей необходима промышленность Симбирского уезда, ей необходимы плодородные земли Меликесского уезда, где очень большие черноземы, благоприятные для развития сельского хозяйства. То есть главное обстоятельство как раз был экономический фактор. С этим проектом официально мы выступили в феврале и марте 2024 года, соответствующие документы поступили в центральные партийные советские органы. Но этот проект встретил противодействие. Конечно, против него выступили власти Симбирска и Самары. Свою позицию они обосновывали в том, что вот те территории, которые предполагается включить в состав Чувашии, там чувашское население минимальное, там русское население. Против присоединения чувашских властей Буинского кантона выступили власти Татарской ССР, обосновывая свою позицию, что там кроме Чувашии есть и татарское, и русское население. Не нашел поддержки этот проект и в центральных органах власти, особенно враждебную позицию, он это не скрывал, занял Михаил Иванович Калинин, наш всесоюзный всероссийский староста, который был противником этого проекта. И когда этот проект чувашских властей дважды обсуждался в июле 24 декабре 24 года на президиуме в ЦИК, он был провален. Причем в конце декабря 24 года обсуждение этого проекта преобразования автономной области в республику закончился скандально. Об этом сохранились воспоминания Илларионова и документы в партийном архиве Москвы. К этому заседанию наши чувашские власти подготовились. Была издана специальная брошюра, где были подобраны документы, аргументация в пользу преобразования области в республику. Но на этом совещании выяснилось, что никто эти документы не смотрел. Калинин на этом совещании стал разрезать эту брошюрку. Он заявил, что вопрос для всех ясен, каждому выступающему дадим по 3-5 минут. Это взбесило, вызвало недовольство представителей Чувашии, Тамасова, в тот период руководителя областной партийной организации, Илларионова, который возглавлял областной исполком советов, и Шевле, который руководил чувашским представительством в Москве. Тамасов не сдержался, заявил, что как можно судьбы целого народа, целой нации обсуждать в какие-то несколько минут. Вы совершенно, не имеете никакое представление, то есть открытое обвинение были высказаны в адрес Калинина, личное обвинение. Калинин это воспринял как оскорбление в свой адрес. В результате, заседание президиума было закрыто, и было принято решение о том, что, полностью отвергается
проект преобразования автономной области в республику. Вот. В такой ситуации руководители Чувашии, для них оставалась одна надежда уже апеллировать высшие партийные инстанции. В начале января состоялась встреча Томасова со Сталином. 30 января состоялась встреча Илларионова, не Илларионова, а Шевле и заместителя Илларионова Ефимова в Москве с Зиновьевым. Зиновьев Григорий Евсеевич, член Политбюро ЦК партии в тот период, был одним из наиболее авторитетных руководителей советского государства. Он возглавлял Ленинградскую партийную организацию, был председателем Коминтерна, поэтому от его позиции зависело очень много. Вот на этой встрече со Сталином и Зиновьевым руководители Чувашии рассказали о том, как прошло это заседание президиума ЦИК. Значит, высказали аргументы за необходимость. Еще раз подчеркнули, что необходимо, чтобы именно Симбирск вошел в состав Чувашии, чтобы он стал столицей чувашской автономии. Эти встречи имели позитивные результаты. В ЦК партии была создана специальная комиссия по чувашскому вопросу, так она называлась. 19 февраля состоялось заседание Политбюро ЦК партии, и на этом заседании Политбюро было принято решение о том, что необходимо преобразовать Чувашскую автономную область в Чувашскую автономную республику, но при этом был отвергнут предложение о том, чтобы столицей этой республики стал Симбирск. В решениях Политбюро было указано, что автономная область преобразуется в республику без Симбирска. Были отвергнуты и другие части. Значит, в решении Политбюро было зафиксировано, что в состав Чувашии должен быть включен Алатырский уезд с городом Алатырь. Причем не было оговорено, вся ли часть Алатырского уезда или часть, значит, только Алатырского уезда. В отношении Меликесского уезда тоже полностью вопрос отпал. В отношении Симбирского уезда, значит, Политбюро решило поручить детализировать эти вопросы будущего территориального формата автономной республики специальной комиссии, уже, которая должна была четко решить вопрос, какая часть Алатырского уезда войдет в состав чувашской автономии, какая часть, значит, Ульяновского уезда войдет в состав чувашской автономии, потому что мы предлагали включить в состав автономии Нагаткинскую и Шумковскую волости Ульяновского уезда, где проживали чуваши. Мы же ставили вопрос о присоединении, значит, чувашских властей Буинского кантона. Эти вопросы Политбюро не стало решать, это уже должна была решить комиссия Пастухова, члена президиума ЦИК. Эта комиссия в начале марта выехала в Чувашию, чтобы решать этот вопрос с участием чувашских представителей, ульяновских представителей, татарских представителей. Свои соображения она выдвинула на заседании президиума ЦИК 21 апреля 2025 года. И вот на этом заседании как раз было принято официальное решение о преобразовании автономной области в республику, и было принято решение, что в состав чувашской автономии входит, значит, Алатырский уезд. Касательно других частей территории, на которые претендовала Чувашия, она приняла, в принципе, отрицательное решение, хотя в отношении чувашских властей Буинского кантона было отдельное постановление президиума ЦИК, которое приняло решение включить их в состав Чувашии. Но надо сказать, что в ноябре осенью 2025 года сам же президиум ЦИК пошел на беспрецедентное решение под давлением татарских властей, лоббистские возможности которых оказались гораздо более сильными. И было принято обратное решение о том, что чувашские волости Буинского кантона, это современная Дрожжановская, Городищенские районы, не войдут в состав Чувашии. Окончательно вопрос территориального формата Чувашской автономной республики был решен на заседании президиума ЦИК 20 июля. Было решено, что в состав Чувашской республики войдет только часть Алатырского уезда, это, значит, Кувакинская, Порецкая и Алатырские волости с городом Алатырь. Астрадамовская и Промзинская волости, мы также добивались включения этих властей в состав Чувашии, в состав чувашской автономии не вошли. Таким образом, к середине лета 2025 года
были решены все основные вопросы касательно преобразования автономной области в республику и относительно ее территориального формата. Чувашская автономная область стала автономной республикой, то есть она получила статус государства, право на собственную конституцию, собственные государственные органы управления. И эти вопросы были в ближайшие годы решены. В январе 26 года состоялся Всероссийский учредительный съезд Советов Чувашии, который создал государственные органы Чувашской автономии. Он же принял Конституцию Чувашской ССР, но она не была утверждена, эта Конституция Чувашской ССР. Уже на втором съезде Советов Чувашии в марте 27 года были утверждены государственные символы в лице герба и флага. Таким образом, Чувашия получила формальные атрибуты государственности. Конечно, это был огромный шаг, огромное достижение, продвижение, поскольку чуваши получили более высокий политико-правовой статус. Вместе с тем, Чувашская автономная республика, она, конечно, не рассматривалась как суверенное государство. В советской государственно-правовой мысли в отношении автономных республик использовалось такое понятие, как несуверенное государство, государство подобное образование. Автономные республики не имели права на выход из состава Союза. Их законодательные акты не носили учредительного характера, они были производные, то есть они исходили из тех правовых документов, которые принимали высшие органы государственной власти СССР и РСФСР. Конституции автономных республик должны были учреждаться высшими органами управления СССР и РСФСР. То есть действительно был ограниченный суверенитет. В отношении территориального формата Чувашской ССР, надо сказать, конечно, был реализован далеко не оптимальный территориальный формат. Я уже сказал, что за пределами Чувашии оказались значительные части чувашской территории. Вот, кроме того, не было мощной индустриальной базы. Она была уже создана в процессе дальнейшего развития автономии в 30-е, 50-е, 70-е годы. Вот. Но вместе с тем надо сказать, что Чувашская автономная республика была создана на достаточно компактной территории, где чуваши составляли большинство населения. Вот. И в отличие от многих других автономий, скажем, той же Мордовской, Марийской, Удмуртской, Карельской, Коми, название Чувашская ССР носило не номинальный характер, а носило и до сих пор носит реальный характер, поскольку все-таки чуваши в большинстве составляют титульный этнос и до сих пор составляет титульный этнос. И это очень важное обстоятельство, которое мы должны подчеркивать всегда. Ну, если говорить о последующем развитии чувашской автономии, то вплоть до начала 30-х годов боролись две тенденции – демократическая и унитарная. До конца 20-х годов доминирующей была демократическая тенденция, то есть советское центральное правительство учитывало интересы нерусских национальностей. Это проявлялось в том, что в Чувашии проводилась политика коренизации государственного аппарата, то есть чуваши выдвигались, целенаправленные меры проводились по выдвижению чувашей в состав государственного аппарата, проводилась политика реализации чувашского языка, то есть перевода чувашского делопроизводства, государственного делопроизводства на чувашский язык, то есть фактически чувашский язык ставил задачу, должен стать официальным языком. Вот. Но начало середины 30-х годов, когда советское государство трансформировалось в унитарное государство, вот эта демократическая тенденция была подавлена унитарной тенденцией, она оставалась доминирующей вплоть до середины 80-х годов, мы с вами знаем. Хотя шли очень неоднозначные процессы. С одной стороны, чувашская автономия развивалась в экономическом отношении, она индустриализировалась, урбанизировалась. Но надо сказать, что критерии социального, экономического роста, они подменялись национальным развитием. Обратной стороной этого процесса развития, скажем, урбанизации приводило к сокращению численности
сельского чувашского населения, а именно сельское население является естественной базой для воспроизводства чувашского языка, чувашской культуры. Вот. И одним из главных факторов и таких негативных показателей было, конечно, сокращение сферы чувашского языка. Вот это переписи, советские переписи, они показывают очень четкую тенденцию сокращения численности носителей чувашского языка. В 90-е годы, мы знаем, шел активный процесс развития национального движения. В октябре 90-го года была принята декларация о государственном суверенитете Чувашской республики, где Чувашия была провозглашена суверенным государством. Был принят закон о чувашском языке. Но в начале 2000-х годов прошел обратный процесс до десуверенизации, как мы сейчас его называем. И если говорить о современной ситуации, то надо говорить о том, что как в советское время, так и сейчас вопрос создания реальной федерации остается актуальным, как никогда актуальным. И в современной ситуации мы должны исходить из того, что объективно целесообразные процессы централизации, которые имели место в начале 2000-х годов, когда в 90-е годы в определенной степени шел хаотичный неуправляемый процесс суверенизации, и для народов Северного Кавказа он принял, скажем, такие формы эксцесса, в Чечне мы с вами знаем. Тем не менее, вот этот объективный целесообразный процесс необходимости того, чтобы вот этот неограниченный процесс суверенизации привести в норму, понятно, что необходимо соблюсти оптимальный баланс соотношений демократизма и централизма. Необходимо и в современной национально-государственной политике исходить из того, что мы полиэтническое государство, и государственно образующими народами России являются все народы России. И русский язык – это язык межнационального общения. Поэтому еще раз повторяю, что задача создания реальной федерации, она остается актуальной, как федерация многонациональной. Спасибо за внимание. По-моему, уже там уже за пределы я